Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв» в студии Ирина Ефимова. А хотим мы того или нет, традиционно многие важные вопросы развития регионов России решаются в ее столице. Для этого сегодня почти у всех субъектов Федерации есть свои постоянные представительства в Москве. Последство нашей республики одно из старейших. В прошлом году им исполнилось 100 лет. Оно было образовано практически сразу после основания ЯССР в марте 22 года. И последние 5 лет его возглавляет мой сегодняшний гость Андрей Федотов, постоянный представитель Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации, первый заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия. Андрей Сантаминович, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Ну, я сегодня бы хотела в целом поговорить о том, как изменились за эти годы, да, и изменились ли отношения Якутии и федерального центра. Но начну, пожалуй, с экономики. В этом году на Петербургском международном форуме заявили о том, что Якутия вошла в топ-5 рейтинга регионов по инвестклимату в направлении регуляторная среда. И в общем национальном рейтинге регионов Якутия вышла на 15-ю позицию. Вообще по итогам 2022 года лидеры промышленного роста по Дальнему Востоку и на 3-м месте по стране. Вот Василий Сергеевич Николаев, глава нашей республики, выразился так образно, что Якутия такой крепкий экономический тыл страны в это непростое время. Вот. В то же время министр экономического развития России Максим Орешкин в ходе встречи с Арсеном Николаевым, я думаю, вы там тоже были, да, помощник президента, говорил о том, что Якутия остается одним из центров роста российской экономики. Вот все-таки мы авангард или тыл? Ну, вы знаете, я бы обратил внимание и ваше, и наших уважаемых зрителей на то, что мы уже привыкли быть в лидерах в разных рейтингах по разным направлениям. И это как-то уже стало привычным местом нашей республики. И в экономике, и в культуре, и в инновационных всех инициативах. Это дорогого стоит, и, конечно, это прежде всего зиждется на достижениях здесь, внутри республики. Но как эти достижения приходят? Конечно, надо выстраивать очень гармоничные, понятные, внятные отношения с федеральным центром. Чем, собственно говоря, и занимается наше Поспредство, прежде всего обеспечивая работу главы нашей республики Арсения Сергеевича Николаева в федеральном правительстве, в администрации президента, на различных форумах, в различных мероприятиях федерального масштаба. Ну вот раз мы заговорили о форумах, да, вот Петербургский международный форум, Восточный экономический форум. Ну, не секрет, что многие у нас, жители внутри республики воспринимают это так. Вот опять поехали, значит, там гулять, да, за бюджетный счет, зачем туда, такой толпой. Ну, я что хочу сказать. Ну, во-первых, делегации стали у нас более оптимального, значит, состава, и едут туда только те, которые абсолютно необходимы на тех или иных мероприятиях и встречах. Состав делегации стал гораздо меньше, чем было, допустим, 5 лет назад. Но без участия в такого рода форумах невозможно выстроить правильные гармоничные отношения ни с федеральным центром, ни с другими регионами, ни с крупными корпорациями. Это такая площадка, которая дает возможность в течение буквально нескольких дней провести работу, на которую в обычном режиме можно потратить месяцы. Поэтому работать на форуме – это огромная нагрузка. Спать почти не приходится, 4-5 часов в сутки. Делегация постоянно работает, потому что нужно готовить документы, надо успеть договориться о встречах, о месте встречи, о повестках этих встреч, о результатах предполагаемых подписаний, соглашений и так далее. Ведь эти все нюансы дорабатываются буквально до последних минут, до какой-нибудь, допустим, каких-нибудь переговоров. И, кстати, судя по количеству участия Арсена Сергеевича на том же Петербургском последнем форуме, участие его в различных круглых столах и дискуссиях, я так понимаю, что теперь он выбирает уже, где выступить. Ирина, вы правильно подметили. Если 5 лет назад мы просили
об участии в той или иной сессии, в той или иной дискуссии, просили площадки, значит, возможности дать интервью федеральным различным средствам массовой информации, то уже 2-3 года, как ситуация ровно наоборот. К нам приходит предложение, чтобы Арсений Сергеевич принял участие в той или иной дискуссии, выступил, где-то сопроводил своей точкой зрения то или иное событие в стране. Стало в этом смысле проще работать, и теперь во многом мы выбираем, какие интервью кому давать, где принимать участие. В этом смысле стало проще. Но это как раз, наверное, итог очень активной, целеустремленной, очень логичной и мощной работы самого главы республики. Ну, если говорить вообще о разных рейтингах, то 12 место в России, значит, республика заняла по прошлому году в рейтинге регионов по достижению национальных целей. Еще, значит, куча разных рейтингов. Но вот есть такой национальный рейтинг губернаторов, где Айсен Николаев уверенно входит в десятку. Вот, ну, десятку лидеров, да. Да. На 5-м месте он сейчас, если я не ошибаюсь. Да, среди руководителей регионов. 85. Да, среди 80. Новые территории пока не участвуют. Пока не участвуют, да. Но это уже на протяжении нескольких лет. Это дорого стоит, но это и высочайшая ответственность, потому что, конечно, следят за его работой, за всеми его инициативами, шагами, результатами. И мы в постпредстве также заняты и тем, что у нас постоянно запрашивают дополнительную информацию, значит, очень внимательно следят за развитием республики. И это в том числе и помогает для того, чтобы наши результаты развития республики были еще более заметными за счет федеральных инвестиций, за счет инвестиций крупных корпораций. Например, доходы республики за 5 лет выросли в 2 раза, примерно со 150 миллиардов почти до 300. Мы стали богаче, в конце концов, в 2 раза, потому что внутренний региональный продукт – это такая цифра, которая описывает все наше богатство в республике, поднялось тоже в 2 раза, где-то от отметки около 1 триллиона рублей до 2 триллионов. И все вот эти цифры, они говорят о том, что в жизни все меняется. У нас огромное количество строится социальных объектов, школ, детских садов. Мы сегодня одни из лидеров по строительству региональных, ну, вообще автодорог. Сегодня мы точно лидеры в программе замены аварийного ветхого жилья на новое. У нас впервые первый в стране населенный пункт, где нет аварийного жилья, это поселок Житай. Не так давно это событие состоялось. И много других примеров, когда действительно республика подтверждает свои рейтинги уже на земле. Ну вот как раз хотела спросить, когда же жители простые почувствуют, что мы стали богаче в 2 раза? Я думаю, что уже почувствовали. Вот, например, ну вот просто жизненный пример. Как много было проблем и разговоров дороговизной авиабилетов для арктических территорий. Люди не могли прилететь на обследование в больницу, там, повстречаться и по многим другим. Долететь до Якутска было дороже, чем до Москвы? Да, да, именно было так. И совсем недавно. И наконец-то появилась возможность, и Арсений Сергеевич принял решение в связи с увеличением доходов республики о субсидировании этих авиаперелетов из арктических районов нашей республики. Вопрос снялся в течение вообще, за год забыли, что была другая. Разве можно было жить по-другому? Ну, так человек устроен. Но было это совсем недавно. Почему? Потому что у нас доходов стало больше. Вот и проявление нашего богатства. Мы сегодня гораздо больше вкладываем в сельское хозяйство. Сегодня у нас появились в сельском хозяйстве очень интересные инновационные различные проекты, в том числе, например, организовывается специальная территория опережающего развития именно для перерабатывающей промышленности.
Это можно просто было нарисовать на бумаге, но это же должно быть обеспечено ресурсами. А ресурсы такие, в 2 раза больше стало таких ресурсов в республике. Вот и появляются возможности для такого активного роста. Но в рейтинге социального благополучия субъектов Российской Федерации, который в 2022 году был составлен Фондом развития гражданского общества, Якутия вошла в 10. Да. И вы знаете, например, ведь как-то нечасто мы вспоминаем, у нас ведь аварийного жилья, ветхого аварийного жилья в республике совсем недавно было самое большое количество по квадратным метрам. Ну и до сих пор самое большое. Да, но уже заметно меньше. Мы больше всех сдаем значит, вот, нового жилья. И есть такое правило в федеральном правительстве, кто выполняет, того и поддерживает. Да? Вот Есть источник роста. не так давно дополнительно выделили больше 8 миллиардов рублей на как раз правительство РФ на жилье. на именно программу расселения. Да, по программу расселения. Именно так работает логика федеральная политика в области, во многих областях, в том числе в строительстве. Выполняешь, тебе добавляют еще, потому что надо осваивать деньги. Также у нас с дорогами. Ну вот с дорогами, например, есть еще одно качество у Александра Сергеевича. Его образование очень действительно блестяще высоко. И я присутствовал, например, когда начиналась накануне значит, вот программы безопасной качественной автодороги. Там речь стояла о том, что в эту программу попадают города только 500 тысяч жителей и более. То есть у нас в республике таких городов вообще нет, и ни И один да, город не мог попасть. И не мог попасть ни один город. Александр Сергеевич доказал, что для крайних северов, не только для Якутии, но и для других, надо все-таки границу снизить до 300 тысяч. И с этим правительство согласилось. То есть благодаря этому попали Якутск и другие поэтому северные Якутск города, да? и те, которые больше 300 тысяч. И второе, ведь расчеты были среднестатистические по стране, да, средняя температура. Сколько надо денег на квадратный метр значит, обновленных дорог? Но у нас же совсем по-другому выстроено. То есть как в средней полосе примерно? Да, как примерно, да. Не совсем в средней полосе, но примерно около сибирских. Но у нас же совсем другие условия. Нам осенью, уже вот в конце лета и осенью придется подогревать значит, асфальт, битум и так далее, чтобы успеть выполнить всю программу. Это все дороже. И, конечно, значит, надо было с карандашом в руках буквально доказывать необходимость более крупных инвестиций в этот проект. И Александру Сергеевичу это удалось. Я присутствовал при этом процессе, он буквально действительно с карандашом в руках доказывал значит, в правительственных коридорах, почему надо вот так делать, а не так. Иначе бы у нас просто не получилось то, что сегодня мы реализуем в городе Якутске. Другой вопрос, что надо выделенные деньги осваивать. К сожалению, там в первое время мы не все до конца доделывали. Но сейчас, да, конечно, но сейчас администрация Якутска активно этим занимается и делает все для того, чтобы мы не попали в желтую зону, по крайней мере, да, где есть риски невыполнения программ. Ну, наверное, также пришлось обосновывать выделение денег на противопожарные меры. Конечно, конечно. Но вот заканчивается очередной пожароопасный период этого года. И сегодня уже и 8 мая, как Александр Сергеевич написал в своем телеграм-канале, дожди начинаются потихонечку. Вот, надеемся, что все уже заканчивается, этот период опасный. Но мы же помним 2021 год, когда миллионы гектар мы потеряли леса. И вот тогда надо было выстоять. И вы знаете, на мой взгляд, почему наш президент Владимир Владимирович Путин прислушался к тем предложениям, которые озвучил в то лето наш Александр Сергеевич. Вы этот разговор, наверное, хорошо помните, его много по телевизору показывали. Он сказал, обосновал, что необходимый совсем другой подход. Он должен быть заблаговременный, профилактический. Должны быть увеличены не только штаты значит, лесоохранных предприятий,
но и оснащение их. И другие должны Бомбировщики быть, те же самые. да, должны быть использованы другие технологии. У нас, например, и искусственный интеллект же использовали наши ребята из IT-парка для того, чтобы реагировать на то, что происходит с пожарами в лесах. Но и тот эксперимент по вызову искусственных осадков вместе, который мы проводим в Центральной аэрологической обсерватории второй год, он показывает эффективность свою. Сейчас идет исследование всех этих результатов. Ну и, конечно, мне кажется, очень серьезное... Вот почему, на ваш взгляд, вы стали говорить? Очень президент серьезное послушался? влияние на то, что нам сегодня проще, нам больше стали выделять денег, средств, техники. Конечно, личная позиция Арсения Сергеевича в тот огненный 21 год. Ведь он лично участвовал в подавлении пожаров. И тот случай, который произошел в Бескёле, ведь он стоял плечом к плечу с пожарниками. Это дорогого стоит. По этому поводу были запросы из центра, почему руководитель региона лично, чуть ли не пожарником работает, да, руководителем пожарных бригад. Но по-другому он не мог поступить. И этот поступок оценили и его коллеги, и наши руководители страны. Это поступок мужчины, да, он рисковал. Да, у них есть ограничения у руководителей регионов по поводу собственной личной безопасности, потому что это вопрос не личный, а государственный. Но иногда складываются ситуации, когда надо вести в атаку лично. И он это сделал. Это тоже, мне кажется, сформировало отношение наших руководителей страны к нему лично. И встречи, которые проходят после этого, я вижу, что они проходят в таком режиме очень заинтересованном и с большим интересом. Ну вот крайняя встреча с президентом, которая состоялась весной этого года, она же была необыкновенно протяженной. 1 час 20 минут, по-моему. Но нам только кусочек показали. Да, вам показали, да, всем показали кусочек. Но я знаю, и сотрудники администрации говорят, о чем же они так долго? Обычно максимум полчаса на такие встречи в жестком графике президента. А тут вот так вот. И пытались у меня узнать, о чем такой разговор так долго-то? О чем разговор? О чем, да. Я говорю, наверное, были такие поднятые вопросы, которые очень глубоко заинтересовали президента. Вы знаете, именно поэтому сегодня такое отношение к президенту, оно, конечно, сказывается и на отношении правительства, министров. Они же все видят, как говорят в народе, все секут, кому президент особенно прислушивается. И, конечно, моя работа как постпреда в связи с этим стала легче гораздо, наверное, потому что я не упрашиваю о встречах. Арсений Сергеевич, когда запрашивает какую-то встречу, я просто сопровождаю это письмо, и ни разу, в последние годы я ни разу не видел, чтобы там как-то кто-то уходил от встреч и так далее. Но если даже навскидку вспомнить, сколько за последние годы сюда приезжали федеральных министров, да. Не было же такого. Да, и вы знаете, Представитель правительства. Да, к нам привыкли, к республике относиться как к большой кладовке страны. Да? Вот там много всякого богатства, вот оно где-то там хранится, надо открыть, взять там. Я про добычу ископаемых. А вы знаете, при крайний был визит Михаила Владимировича Мишустина. И как раз показывали, какой был, не о добыче полезных ископаемых в основном шла речь, а шла речь о будущем развитии республики, его инновационных, его креативных отраслей, именно о том, что надо вводить новые технологии, образование и так далее. Вы знаете, это произвело огромное впечатление на председателя, потому что, поделюсь маленьким инсайдом из аппарата правительства. После этого несколько дней, как мне сказали мои знакомые, совещания у премьера начинались со слов: а вот в Якутии
И далее по тексту. И говорю, что вы такое хорошее впечатление произвели. А вы знаете же, Михаил Владимирович Мишустин, он очень такой человек, который очень много обращает внимание, считает, что новые технологии, инновационные подходы, это будущее страны. И мы здесь тоже в почете. Ну вот да, кстати, в прошлом году же, опять же говоря о премиях, Якутия была признана самым креативным регионом России. Да. Вот, и если вспомнить там те же 10 лет назад, когда еще Василий Сергеевич был мэром Якутска и говорил о том, что Якутск станет IT-столицей, ну, многие просто скептически ухмылялись, так скажем. Да, так и было. И, ну, лично я относился так немножко с прищуром. Ну, пусть занимаемся, конечно, но главное это не в этом. Вы знаете, оказалось в этом. И очень символично, когда в прошлом году вручали вот этот главный приз инновационности региона от города Москвы, она была лидером. И Сергей Семенович Собянин передал это Якутии в лице Арсения Сергеевича Николаева. Знаете, это очень символично. Наша столица страны передала вот Якутску как самому инновационному региону страны. Дорого стоит. И сегодняшнее, например, вы сразу можете задать мне вопрос, а что это значит для обычной жизни? Это значит, что сегодня, например, начал реализовываться проект «Синергия Арктики». Это ВОЛС, да, это вот оптиковолоконные связи, которые сегодня покрыли почти всю республику. Осталось несколько лет, и вся республика будет иметь скоростной широкополосный интернет. Ведь этого нет даже в центральных регионах страны, а это будет у нас. Понимаете, вот это вот в жизни как притворяются конкретные дела. Такие вот призы. Но вот говоря об Арктике, сейчас же опять снова говорят о развитии Северного морского пути. Да? Президент поддержал принятие закона отдельного Северного морского пути. Стратегии. Да, да. И ведь про Арктику долгие десятилетия ничего не говорили. Я сам родом оттуда, и для меня это всегда была очень болезненная тема. Брошенность наших арктических территорий – это действительно нож по сердцу. И когда в 2019 году Арсений Сергеевич поручил нам заняться проработкой вопроса о увеличении арктических территорий нашей республики, у нас же было поначалу только 5, только прибрежные районы считались Арктикой, все остальное нет. Добавились еще 8, да, в том числе Верхоянский. Да, наш с вами Верхоянский район, да, 8 еще добавилось, и у нас стало 13, половина республики. Ну, это было большое достижение, но в то время еще не до конца все понимали, насколько прозорлив оказался Арсений Сергеевич. Ведь после этого была принята стратегия, президентом страны была принята стратегия развития арктических территорий, а сегодня вся Арктика – это огромная территория опережающего развития со всеми государственными преференциями. То есть любая компания, причем по-моему, там с капиталом там, в 3 миллиона, по-моему, рублей, она может стать резидентом арктической зоны Российской Федерации и получить и налоговые льготы, и более доступные методы получения кредитования там, и так далее. И это коснулось половины нашей республики. И сегодня мы видим результаты. И поэтому Северный морской путь. Сегодня прокладывается не только Северный морской путь, прокладывается полярная линия оптоволоконной сети. И поэтому это повышает безопасность вообще в целом всей системы ВОЛС в нашей республике. Это открывает возможности развития наших морских ворот поселка Тикси, да, и порта Тикси. Мы сегодня совершенно серьезно говорим о строительстве глубоководного причала в Найбе. В Найбе никогда не было причалов никаких. Это совхоз Хараулакский всегда был. Вот. А сегодня это будет одним из точек, которые обеспечат развитие и грузоперевозки не только значит, у нас в республике, но и в целом в восточном секторе Арктики. А проект «Чистая Арктика»? Проект «Чистая Арктика» – это вообще радость и счастье для всех, кто Арктикой живет, и они мечтает, думает и заботится. Ведь сколько у нас осталось после деятельности промышленных предприятий, когда закрыли Арктику и бросили ее фактически чуть ли там не в пожарном режиме.
все это стояло, гнило, портило атмосферу, землю. Вот. И появился федеральный проект «Чистая Арктика». И одним из первых, опять же, значит, Александр Сергеевич сказал, надо срочно принимать участие в этом. Еще он только начинался. И, значит, вот по его поручению мы разработали предложения вместе с Министерством Арктики нашим и внесли, они были поддержаны. И ТИКСИ является одним из пионерных точек начала развития федерального проекта. Сегодня мы чистим территории и в Жиганске, я читаю, значит, и в Устьяне, значит, и это будет продолжаться, но это как бы общественный такой проект, да, «Чистая Арктика». Туда уже включаются промышленные предприятия в полную мощь. У нас наконец-то завершается история по Куларской золотоизвлекательной фабрике, по ее остаткам. Надеюсь, что придут и на другие территории, значит, на другие заброшенные предприятия. В ближайшие годы Арктика наконец-то станет чистой и благоприятной. Ну вот говоря также о нашем опыте, также Владимир Путин поручил в прошлом году еще тиражировать в стране опыт Якутии по организации мер поддержки семей участников специальной военной операции. Ну и вы, собственно, теперь не просто поспред в Москве, а поспред, можно сказать, и в зоне СВО тоже. Вы возглавляете координационный центр и сопровождаете и главу в его поездках. Да. Тематика военная в деятельности постпредства уже 1,5 года. Она началась сразу же, 24 февраля. Просто именно 24 февраля прошлого года Александр Сергеевич утром прилетел в Москву. Я его встречал, естественно, по службе. И накануне, буквально ночью, мы стали узнавать из средств массовой информации о начале военной операции. Александр Сергеевич, когда прилетел, тут же, значит, начал расспрашивать, я ему докладывал, что на сегодняшний день известно. Известно было только то, что было в СМИ. И вот его реакция была мгновенной. И меня это поразило. Он выслушал, сказал, ну а теперь главное – работать на победу. Собственно, вот это и есть его личное отношение к военной операции, ко всему, что сегодня происходит в новых регионах нашей страны. И мы уже с весны начали заниматься гуманитарными акциями, затем восстановительной работой в Кировском. И с осени прошлого года Александр Сергеевич принял решение о создании единого координационного центра. Сегодня мы координируем все общественно-государственные инициативы, связанные с поддержкой наших войск и наших бойцов, которые там сегодня работают на фронте. Когда я общаюсь с коллегами из других регионов, больше всего удивляются тому, как мы организовали работу медиков, которые по поручению главы поехали в военные госпитали. Ну, такая инициатива была проявлена со стороны республики, значит, и первая бригада медиков приехала в Ростов помогать военным медикам. И вот они встали рядом, значит, в палатах, занимались лечением непосредственно раненых. Сложились хорошие отношения с военными медиками. В результате мы сегодня имеем соглашение с крупнейшими госпиталями нашей страны. Это Ростовский госпиталь военный, Бурденко и Вишневского в Москве. Это позволило нам сегодня отслеживать судьбу каждого раненого. То есть маршрутизация у них же вся через Ростов, и именно в Ростове принимаются решения о дальнейшем лечении бойцов. И поскольку такой хаб, куда стекается. Да, да, и поскольку наши врачи там на постоянной основе приезжают друг за другом, мы знаем сразу же о том, какой боец приехал, куда он будет направляться. Тут же подключаем, конечно, волонтеров, общественников, которые о каждом из них заботятся. И это лично Александр Сергеевич контролирует. Я ежедневно ему докладываю о ситуации на фронте и о том, как дела у наших ребят. Его встречи на фронте, они меня всегда поражают своей открытостью. Он никогда не выбирает, с кем встречаться. А там ситуация всегда меняется очень быстро.
И были и в траншеях, были совсем рядом, были в опасных ситуациях, за что я себя очень корю, потому что я отвечаю за эту безопасность. Но Арсений Сергеевич, он об этом обычно, ну, в такие минуты он как-то... Не думает? Да, не то, что не думает. Ему важнее получить информацию с первых рук от самих ребят. И он приходит и спрашивает, чем нужно помочь. Опорники приезжали, значит, что-то передавали, у кого как. Значит, вот даже когда мы возили там продовольственные наборы, да, к Новому году, к ИСЭХу, да, к Дню Победы. Он лично интересует, ну как вам, попробовали, нормально, может что-то убрать, что-то добавить. Его интересует все. И то, что сегодня в каждой своей командировке, значит, он, начиная, вот, наверное, с зимы, с осени прошлого года, обязательно стремится посетить семью военнослужащего, значит, это просто его уже практика. И мы, конечно, значит, после этого получаем много поручений личных. Он на связи с очень многими нашими жителями нашей республики. И я каждый день получаю какие-то поручения выяснить судьбу, помочь кому-то и так далее там, в зоне военной операции. А вот единый координационный центр, он как раз и занимается вот этой вот работой всех опорных пунктов, работа медиков в том числе, да, тоже? Да. Наши медики сегодня работают уже не только в Ростове, и по согласованию с руководством госпиталя они уже работают сегодня при фронтовой зоне. Вы знаете, что наши офтальмологи, значит, работали тоже с осени прошлого года, и в этом году вот Арсений Сергеевич, будучи в Кировском, открыл там филиал нашей офтальмологической клиники. Это тоже впервые в стране. И почему это было сделано? Дело в том, что там, значит, в новых регионах катастрофически не хватает врачей узких направлений. Офтальмологов фактически нет. И там столько запущенной глазных болезней, что когда наши врачи приехали во главе с Иваном Петровичем Луцканом, он мне рассказал, говорит, мы просто удивились. Ну, вообще последние, не только там 8 лет, 30 лет У там нас никто не буквально следил за пара этим. минут до конца эфира. Я хотела бы еще успеть поговорить про мастер-планы Нерингри и Якутска. Ну, Которая- это прорывные вещи, конечно. Своих Да, представления президенту страны. Да, мастер-планы у нас же созданы и в поселке Оленевки, в Тикси, и в Чакурдахе. И вот накапливается этот опыт, и мастер-планы, которые были представлены руководству страны Якутска и Нерингри, они оказались одними из лучших. И сегодня уже выделены деньги, и сегодня уже пришли средства для начала реализации их на территории 17-го квартала. Этот квартал, его назвали спортивный, потому что там традиционно у нас зал борьбы, зал борьбы и так далее. И, конечно, начались большие работы по переселению из аварийного и ветхого жилья. Это работа, которая не сегодня случилась. Она ведется на протяжении последних 5 лет. Я уже говорил, мастер-планы для небольших сначала населенных пунктов, а потом Якутска и Нерингри. И, кстати, мастер-план мы сделали для нашего подшефного города Кировского на Донбассе, который тоже признан. Ну, там впервые мы эту практику внедрили, и на это обратили внимание. Сегодня мастер-планы для многих городов Донбасса создаются. Но мастер-план ведь Якутска там в том числе предполагает строительство Ленского моста. Конечно. И это один из основных частей. И вы слышали, что Максим Станиславович Орешкин, помощник президента, когда был здесь, он явным образом сказал, что Ленский мост, конечно, без него мастер-план осуществить невозможно. Но и президент Арсений Сергеевич настолько уже проработал этот вопрос, что уже президент об этом помнит. И он, когда увидел значит, на очередной встрече мэра нашего города Евгения Николаевича Григорьева, он же сам спросил про мост, хотя Евгений Николаевич докладывал немножко про другое. Он говорит, а мост-то как у вас, что делаете? И когда подробно получил доклад, он сказал, обязательно будем строить. И знаете, это же кропотливая многолетняя работа. Сегодня заканчивается уже работа по главгосэкспертизе, по основной части моста. И, безусловно, эта стройка будет реализована, и мост у нас будет. И будут федеральные деньги на это. Конечно, но там есть такая договоренность 50 на 50.
значит, ну, я в 50, которая якутская сторона, там значительная доля и самого инвестора. То есть республиканских денег там не так много, как иногда вот рассказывают. То есть, ну, то есть мост будет, Мост будет, конечно, в этом нет никакого и сомнения. дороги в Якутске будут, и всё будет. Дороги будут, Якутск преобразует, просто на глазах меняется. Я пешочком вот прошелся по нашему проспекту Ленина, но он другой становится, и это радует. Конечно, надо потерпеть немножко пыли, немножко стройки, но лучше пусть стройка будет, чем ничего, и все будет Ну что ж, захудавшее. спасибо вам, Андрей Спасибо Степанович, вам, за Ирина, беседу. да, Да, мы спасибо. уверены в том, что в дальнейшем наша республика ждет развития во многих отраслях, и будем мы примером для Абсолютно России. однозначно. Будет город-сад. Абсолютно однозначно. Спасибо. Что ж, это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.